На территории республики пришло долгожданное потепление. Сильные морозы и туманы сменились долгожданными солнечными днями и умеренно холодной погодой. Однако, как уверяют синоптики, расслабляться пока еще рано. Впереди целый месяц зимы. О том, какие прогнозы дают синоптики на февраль, мы поговорили с начальником якутского УГМС Татьяной Маршалик. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Ну вот по январю, вот эти 31 день мороза, которые у нас держались, они разделили общество, и в том числе и синоптиков, и простых людей, на два лагеря. Кто-то говорил, что были аномальные холода, кто-то говорил, что были и холоднее. В чем золотая середина? Кто прав? Но действительно, вот вы сказали 31 день, ровно весь январь, потому что у нас похолодало как раз ровно в новогоднюю ночь. Если внимательно за погодой смотрели, что у нас с 14 января и по 31 января включительно было объявлено опасное явление в городе Якутске. Это когда средняя температура воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. То есть в течение 18 дней в январе вот у нас как раз температура держалась средняя на 7 градусов, даже не на 7 получилось, от 7 до 12 градусов ниже нормы. Но ведь холодно было не только в Якутске, по всей республике практически такие холода были. Вот у нас, знаете, в этом году мы сравниваем как раз 21 год. И было очень холодно, и поэтому у нас как-то идет аналогия. Мы сравниваем 21 январь и 23 январь. И тем не менее, казалось, что в этом году было гораздо холоднее, долго, туман. Такие вот у нас температурные рекорды по территории республики. И тем не менее, в этом году все равно январь был на 1 градус теплее, чем в 2021 году. Про погодные аномалии, которые у нас все-таки в этом январе было. На юге у нас были низкие температуры, под минус 60. На северо-востоке чуть ли до плюсовой температуры не доходило. С чем связано? Но на юго-западе часто бывает погода такая вот с оттепелями, потому что там как раз лежит траектория прохождения циклонов, которые широтно проходят с запада на юг и на юго-восток наш. Вот. А в этом году, вы знаете, вот этот вот наш полярный вихрь, который должен вообще находиться над морями, вот он должен там стоять, закачивать воздух. И почему у нас арктические холодные районы? Вот, обычно на них это влияние оказывает. Вот в этом году этот циклон тропосферный, высокий, причем мощный, с таким затоком холода, он у нас постепенно с Новосибирских островов вышел сначала на Оленёкский, вот вам Жилинда, 62 градуса. Дальше он вышел на Мирнинский район, потом на Вилюйскую группу, там под 60 была температура. И вот он немного задержался над горным районом, то есть он не так быстро прошел, стационировал над горным районом, и поэтому рекорд этой зимы 62,7 градуса на труднодоступной станции Тангулах горного района. Последний вопрос, я думаю, который интересует очень многих жителей республики и города в целом. Февраль будет про достать чернила и плакать, или же все-таки можно уже снять какие-то теплые элементы одежды, наслаждаться более комфортной, теплой зимой? За последние 30 лет мы, конечно, привыкли, что у нас зимы, в общем-то, в основном мягкие зимы. И поэтому даже по населению видно, как одеты. Немножко расхлябались, стали легко одеваться. Вот. А все-таки северянин – это не тот, кто не мерзнет, тот, кто тепло одевается. Поэтому я думаю, что зимние вещи убирать еще не нужно. У нас постепенно погода начнет, ну, если так можно сказать, налаживаться. То есть она должна быть северная, настоящая. То есть мы будем постепенно возвращаться к норме. Норма для этого времени ночная 42-44 и дневная в пределах 38-40. Повышаться в основном будет дневная температура за счет увеличения светового дня. То есть мы видим, что солнце встает повыше, и амплитуда от ночи ко дню будет побольше. Поэтому днем все равно в любом случае будет теплее, теплее, теплее.